Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! Ура! Почетный караул вынес государственный флаг России и знамя Победы. В составе пешей колонны прошли 55 парадных расчетов. Свыше 1500 выпускников Академии, Всего более 11,5 тысяч военнослужащих. 20 героев Российской Федерации. На подходе у стен Кремля и механизированная колонна. За масштабным и торжественным действием с трибун наблюдали главные зрители – ветераны. Из поселка Чульман приехал Валерий Михайлович Спиридонов. Ему 99 лет. Я Спиридонов Валерий Михайлович. Мне 99 лет. Я числюсь как участник войны. В армию пошел в 1944 году. Воевали с Японией. Я служил в городе Улан-Батор, Монголия. Нас перебросили на границу с Маньчжурией. 9 августа была объявлена война Японии. Значит, мы в составе полка перешли границу Маньчжурии и пошли, значит, прямым курсом на Пекин. Но по пути, как конечно, были сражения, правда, небольшие, потому что японцы уже сразу стали отступать. Первые же ночи они нас бомбили. Было много жертв в нашем полку. В том числе автобус санитарный вместе с врачом и его помощником были уничтожены. Мы остались без медицинского обслуживания. Но все равно нас оставили, да, мы, значит, прошли дальше, дошли до города Колгана, не доходя, вернее, города Колгана, там уже был у них сильно укрепленный район у японцев. И тогда, значит, наш полк перешел в наступление. Японцы, кто остались в живых, сдались в плен. Мы захватили этот район. Перегруппировались тут, раненых отправили в Улан-Батор, убитых, конечно, похоронили. И стали подвигаться к городу Колгану. По решению правительства, вероятно, нас остановили недалеко от города. Также там рядом была уже Великая Китайская стена. Нас тоже туда не пустили, потому что она уже стала, как говорится, военным трофеем китайской армии. Ну, короче, обосновались мы недалеко от города Колгана. И так прослужили там до окончания войны с Японией, до 3 сентября 1945 года. Но все равно нас потом оставили там еще в Китае. Вроде того, что по борьбе, помогать китайцам бороться с местными, как говорится, там это бандитами. Как обычно после войны бывают мародеры, там да, всякие разные. Мы прослужили там еще до марта месяца 1946 года. Проходит парадный расчет почетного караула Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики. Ну, нация это другая, а, как говорится, смысл-то у них все равно такой же, как у нас в Союзе был. Крепить дружбу, помогать друг другу. Раз пригласили, они согласились, представили хорошую группу, значит, они заслужили тоже этого. Зацепка дружбы с Китаем, чтобы держать, как говорится, ближе к сердцу. Звание нам присвоили хинганский еще вдобавок, что переходили Хинган,
стал именоваться 30-й отдельный мотоциклетный Хинганский полк. И вот нас расформировали. А нас, солдат, отправили по разным частям. Я попал в танковую часть, обучился на командира орудия и стали дожидаться, собственно говоря, демобилизации. Ну, меня там обучали, как говорится, знакомили с орудием, что с ним делать, как говорится, как за ним ухаживать. Танк Т-34 у нас было. Открывают историческую часть парада легендарные танки Т-34. Но он уже стал прославленным, этот танк. Ну, поэтому, вероятно, его и назначили как заслуженную машину. Но машина осталась машиной. Был 34-й и остался 34-й. Выдержали время, выдержали скорость, выдержали расстояние. Все как следует прошло. Проходили эти парады всегда многочисленные, хорошо оформленные. Вот. И тоже правда, в душе было маленечко, чтобы побывать, как-то поучаствовать. Но не всегда удавалось. А в этот раз, значит, предложили. Я согласился, значит, вот поехал как представитель Якутии. Парад, он, конечно, прошел, как бы говорил папа, четко, все очень так значимо, очень красиво. У меня эмоции были такие, что я до сих пор сидела и не верила, что я в Москве на параде, но на таком вообще событии. Он еще удивился, говорит, как я один поеду от Якутии? Я говорю, ну да, он, надо ехать, надо ехать. Благодарна руководству республики, и города, и поселка, и района, в общем, что они вот организовали. И администрация президента здесь такую встречу хорошую организовали. Вот прямо папу встретили, в общем, все на высшем уровне. Врача нам дали от Нерингринской больницы, это все там вот соцзащита очень здорово организовала. Измерял давление, сатурацию, все, в общем, он со всеми приборами все время бегал вокруг папы, в общем, вот так вот, где таблеточку даст, где что. И, конечно, он говорил, все давление в норме, все хорошо, боец, молодец. Мы же вылетали из Нерингри, была же большая задержка, у нас на 9 часов задержали рейс. Ну, понятно почему, да, причина, что вот аэропорты были закрыты, дроны. Я говорю, значит, так написала, что назло всем врагам, которые уже не знают, что с нами делать, а мы, пройдя все испытания, мы назло этим врагам, мы полетим на парад. Вот, и мы прилетели. Я жил в Якутии с 1936 года. Мы с матерью приехали в Алданский район. Поселок был Верхнесталинск. Там родители работали на шахте. Шахта по добыче золота была. Поступил на работу в школу. Я окончал педагогическое училище. Год отработал, смотрю, не получается у меня с детишками работа, с маленькими. Перешел я, значит, в Ленинское поисковое управление гидрометристом. Соответственно, если было содержание золота, например, на этом участке для работы, тогда, значит, ставили там драгу. Горный мастер сказал нам, трудно расставаться не с машинами, не с драгой, а с людьми. Поэтому и не собираюсь сидеть дома. Хотя и был знаком по педучилищу с девушкой, в 1955 году, да, мы расписались. Приехали в Чульман. Да, один уже ребенок, сын был. Потом через несколько лет только родилась вот дочка еще в 1964 году. Качал и убаюкивал. Без нее я бы ничего не видел, не слышал, никуда бы не ходил. Она, как говорится, и мои глаза, и мои уши,
как я родилась. В общем, он меня там выненчил практически на руках. И вот он все время, вот, как я не знаю, как папина дочка, что ли. Самое интересное, что он служил 6 лет. Представляете, с 44 по 50 год. Потому что служить было некому, ну, много же полегло мужчин. Вот. Но самое это интересное, что в годы моего детства, это получается, ну, 70-е годы, да, и тогда много их было, ветеранов. И, конечно, с уважением относились, но не было такого внимания, как вот сейчас, да, ему уделяется. И, в принципе, он никогда не рассказывал про войну. И я много нового узнаю. Про контузию я недавно узнала, предположим. Да, он говорил, что санитарный, там, вот этот автобус у них взорвали, вот авиация. Потом я узнаю, что, оказывается, вот контузию он получил. То есть он смалчивал вот это вот, ну, он считал, что, ну, как на войне, как на войне. Это в 45-м году при первом же обстреле нас авиация японской бомбила. Ну, вот мне попало здесь по голове. Был контужен, как говорится, не ранен, а контужен. Он рассказывал, как вот погибали его, вот он на его глазах, да, и потом, видимо, они все-таки редко встречались, ну, где-то, может, какие-то встречи были, организовывали, ну, и вот уход, конечно, каждого человека, все равно они же там сплачиваются, когда воюют, еще больше, это дружба такая сильная, и, скорее всего, вот это вот, оно в этой песне все сказано. Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои. Где же вы теперь, друзья, да однополчане, боевые спутники мои? Я хожу хороший час заката у сосновых новеньких ворот. Может, к нам сюда знакомого солдата ветерок попутный занесет. Да, ни одного, наверное, в живых нету. Чему можно радоваться старости? То, что свободен, конечно, во-первых, так, сам себе хозяин. Что хочу, то и делаю. А во-вторых, ну что, общественная работа. Я долго был в Совете ветеранов. Надо бы лучше, да некуда. От имени президента страны уполномочен вручить вам, участнику Великой Отечественной войны, памятную медаль, посвященную 80-летию Великой Победы. С нами сегодня... Владимир Михайлович, поздравляю от души. Удостоверение. Служу России. О, Владимир Михайлович, молодец. Ну, он действительно любит жизнь. Вот, мне кажется, секрет его жизни – вот эта любовь к жизни и желание помочь, желание что-то сделать. И вот он еще так поскромничал. Мы же помогаем СВО. Вот, мы каждую неделю по 500 рублей, вот, папа, я и Андрей, вот я 1500 перевожу в Севастополь, готовят там, ну, пищу, вот эти сухие борщи, вот это все. И вот мы помогаем вот с 22 года, наверное, с 23, в общем, ну, вот уже достаточно долго. Папа говорит, конечно, говорит, надо помогать. Если не трудом, так хоть денежкой. Надо, ну, что-то делать для того же поселка, для той же школы, для того же города. Надо, конечно, работать, работать и работать. Ну что ж, такова жизнь.